24 января 2012 года в Лондоне закончил земную жизнь Равиль Бухараев, поэт, прозаик, публицист и мусульманский просветитель. Теперь, 5 лет спустя, для близких и друзей, для почитателей таланта начинается привыкание к жизни без Равиля Раисовича Бухараева. Начинается осмысление его непростой жизни и богатого творчества. Наверное, не случайно мы все сейчас сидим и говорим о том, насколько разносторонним и разносторонне одаренным человеком был Равиль Раисович. Он просто был очень открыт миру и открыт людям. Что вот моя история знакомства с ним, она очень похожа на историю Рената. И, кстати, когда он познакомился с Ренатом, я сейчас поняла только, что он мне позвонил и сказал: слушай, вот ты же ведешь Лито, у меня есть молодой автор, ты не могла бы посмотреть его стихи? Это были стихи Рената. То есть как-то все это связывается удивительным образом. А мы проводили фестиваль перевода в своем Лито. Это было где-то в начале 2000-х, может быть, 2001 или 2002 год. И я написала ему письмо по электронной почте, так что, зная, что он очень много лет переводит с татарского языка, а нам, естественно, было это направление наиболее для нас важным, с просьбой вот как-то поучаствовать, может быть, приехать. И неожиданно я получаю длинное письмо про то, что он, оказывается, читал мои стихи в интернете, и что он вот очень рад, что я ему написала, и давайте как-то общаться, давайте. И я была так потрясена, потому что для меня это был человек грандиозного масштаба, и мне просто было за счастье получить, что согласие участвовать в нашем каком-то мелком семинаре по переводу, а он вдруг такие вещи пишет. И когда он приехал, конечно, это был для нас всех, кто тогда там присутствовал, еще и очень ценный мастер-класс. То есть он показывал, что в переводе важно, буквально вот какие-то технические приемы, с одной стороны, а с другой стороны идеологическую даже, можно сказать, какую-то вот философию перевода. И тогда, когда я с ним уже стала общаться лично, я поняла, что вот это его стремление объединять, соединять людей, оно еще проистекает из такой, наверное, невысказанности на татарском языке, потому что он всю жизнь, сколько я его знала, он очень страдал, что он не может так же легко и так же гармонично по-татарски писать, как по-русски. То есть вот с моей точки зрения это большой русский поэт. И хотя он писал по-татарски, и, кстати, удивительный совершенно факт, он автор первого на татарском языке венка сонетов. Это же обалдеть. То есть чисто технически это очень сложная задача. Я думаю, не каждый татарский поэт вообще возьмется за такую задачу, а он ее сделал. Но ему настолько этого не хватало, ему хотелось, чтобы кроме техники была еще вот эта вот удивительная тонкость владения языком, которая бывает только у тех людей, которые вот с самого рождения и всю жизнь этим занимаются. И мне кажется, вот эта жажда обязательно достичь самого-самого в совершенство просто и гармонии, она им двигала всю жизнь, в любое, что бы он ни делал, чем бы он ни занимался. Вообще, вот для меня это был еще очень мистический человек. Он мне рассказывал какие-то фантастические вещи о своих поездках в Тюмень, в Томск, и как его там встретили и передали ему предпосылку. То есть и столько вот этих каких-то историй его сопровождало. Вот, история на Алтае, вы, конечно, тоже это все знаете. И когда я открыла пятитомник, я была потрясена совершенно даже не тому, что... то есть я его знала достаточно хорошо, но когда я начала читать книжки, я знала, что я все это знаю. Просто он это все уже рассказал, да, и потом, когда это читаешь в виде книги, это вот это удивительное ощущение новой встречи, человека уже нет, а все это так живо и так естественно. Это, конечно, я не знаю, в моей жизни практически не было таких больше людей, у него настолько сильный был вот этот мистический, какая-то часть его личности, и не зря, мне кажется, и вот в этом движении ахмадийском он сразу занял какие-то, он был очень уважаемым человеком, и вот эти вот
позиции, это тоже именно благодаря свойствам его души. Мне кажется, любая религия, я тут с Ренатом абсолютно согласна, куда бы он ни пошел, он везде был таким гуру, как он и был, собственно. И моей мечтой было, чтобы он вернулся в Казань и как-то объединил тех, кто здесь живет, и русских авторов, татарских авторов, что авторитетов очень мало на самом деле, а он один из тех немногих людей, которые являются авторитетами практически. Вот у нас сейчас литература очень ведь русская в России поделена, есть там так называемые патриоты, есть так называемые либералы, ну, потому у них там непрерывные склоки и скандалы. Но вот Равиль Раисович, он был такой фигурой, которая для всех была авторитетом. Что для либерального лагеря, что для патриотики. И меня потрясло совершенно, я в октябре меня включили в делегацию Татарстана в Туркмению. Вы, ну, представьте себе, это очень закрытая страна. Я не знаю, они практически ничего не знают о нас, мы практически ничего не знаем о них. И вдруг там ко мне подходит, у нас была встреча с писателями, и там ко мне подходит дяденька какой-то и говорит: вот вы же из Казани, да? Я говорю: да. А вот Равиль Бухараев, вы были с ним знакомы? Я говорю: да. А вы тоже? Он говорит: да, конечно, он к нам приезжал. И вот это настолько меня потрясло. Вот куда не приедешь, абсолютно, за границей, в России, ты приходишь, и когда слышишь, что ты из Казани, все говорят: а вот Равиль Бухараев. И это так как-то, я не знаю, мне от этого становится всегда очень тепло и рад. Вот я его с 19 лет практически знаю. И вот это все его становление, превращение его в мужа, да, вот превращение в такого большого человека, это вот было уже вот с этой первой книги видно. Его стремление, вот Наиль сказал, познать себя через свой народ. Он очень переживал, что не владеет языком. Но он им владел. Он им владел, не в той степени, он как он глубоко хотел. не владел, все время говорил «силя», да, все время вот эти слова «силя», да, потому что начал переводить, когда Дердменда, да, он приносил, я ему делала подстрочники, да, и вот он это все переводил и делал эти стихи, вот он плакал даже, вот когда у него вот что-то красиво так вот получалось, вспоминал вот эту сестру Дердменда, старушку, да, он ездил же в Уфу, я поехал, говорит, в Уфу, и когда вот он привез вот эти 3 предмета Дердменда, пришел в музей и говорит: я принес, я говорю, эти вещи, я говорю, не должны, говорю, в нашем музее храниться, они должны храниться, я говорю, в том музее, где, в общем-то, им место. В общем, удивительный человек. Где сейчас они? Они в Национальном музее Республики Татарстан, эти дердмендовские предметы хранятся туда. В общем, очень как-то больно, очень тяжело. И по сей день я ощущаю вот этого. Думаю, обычно приходил: привет. Да? И так и как-то становилось все легко, все просто. И сразу же как-то вот он садился за кресло и начинал говорить то, что он видел, где он был, какие у него мечты. И все вот эти книги, которые мы видим здесь, он их все приходил, обговаривал вот здесь, в музее. Там, где вот мы гуляли, он все время рассказывал о том, вспоминал и детство, и Аэропортовскую, и Вахитова, где вот татарка превращала его. Татарчонка, Да, татарка в белом платье, в белом платье городском, да. В общем, удивительный человек, очень простой, в то же время очень такой со сложной внутренней такой борьбой. Ну, очень масштабный. Да, очень масштабный. Вот Пастернак же говорил, океанический человек о Горьком, да, и я вот сейчас сидя слушаю, мне вспомнилась вот эта фраза. Он действительно был океаническим человеком. Никогда нельзя было
когда вот он придет, о чем он будет говорить, о чем он будет беседовать, о чем он будет рассказывать. Потому что и я иногда, когда он уходил, я всегда думала: Флор, тебе это нужно записать, тебе это нужно, да? Но я не могла сконцентрироваться, потому что было очень много. Для моего птичьего мозга этого не хватало. Потому что, да, вот я думаю, я такой человек с маленький, думаю, мне этого не хватает. А вот, Мы думаем, что личные Фотки с а? остались. Нет, когда последний раз он фестиваля уходил, я ему «Артист» сказала: очень Равиль, много раз. ты сходи в больницу. Это последние вот мои были его слова. И она сама, как женщина, татарка, да, именно татарка она была очень такая, она образованная была, очень такая европейская женщина, но в душе она была очень тонким лириком и очень была вот именно щен-татар, щамилики, вот о ней можно вот так сказать, она была такой женщиной, удивительной, я ее очень любила, в общем, она удивительная женщина. Вообще, Наиль, Равиль, это те люди, которые мне по жизни, у меня нет братьев, но мне по жизни вот эти мальчики, которых я знаю с раннего детства, с нашей юности, с нашей молодости, они мне и по сей день родные, потому что Тагир — это как мой сын. Тагир каждый звонит и говорит: тетя Флора, пошли, тетя Флора, как ты? В общем, это удивительные люди, и именно в такой семье жалко. Может быть, это не жалко, знаете, он прожил удивительно хорошую, проживает, и сейчас, после вот эти стихи, вот эти его книги, они живут, и те люди, те читатели, которые обратятся к его творчеству, они поймут, те думающие люди, они поймут, о чем он пишет, для чего все это, вот, и ностальгия по откровению, и вот эти мусульманские, эти вот цикл его бесед, они достойны очень такого тщательного изучения, потому что когда смотришь и читаешь ссылки, это нужно, вообще я не понимаю, где он брал время, чтобы все это просмотреть, все это узнать. Даже тогда, когда вот он начинал работать над Калгали, там, над другими историческими, вот, об Ибн Фадлане, вот мы ходили с ним в Ленинскую библиотеку, и вот он там это все собирали, это когда у него не было какого-то пропуска, он прибежал ко мне, говорит: идем, говорит, быстрее, давай, говорит, бери на свой читательский билет вот эту книжку Ибн Фадлана, которую тогда не выдавали, это был начало, конец 60-х годов. Вот. В общем, он работоспособным был всегда был увлекающимся человеком, любимым человеком. Мне его не хватает. Глагол любви, наследие Кулгали, немая память предана 100 крат, утраченная речь родной земли вернется ли когда-нибудь назад? Есть в озере Кабан заветный клад, в глубине, средь сокровенной мглы, мне златошвейной не узреть иглы, чтоб возродить узорных строчек лад. Дай, Боже, чтоб труд не канул мой, весны не сделать ласточки одной. Где ж ты, свобода чувств и дум? Не ты ли манишь звоном родника, в ушах взамен родного языка лишь недоверие и злословие?